أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. Какой бы сильной и суровой ни была беда, если она была непродолжительна, если она очень быстро закончилась, она не окажет большого влияния. Например, голод. Если кто-то очень сильно голодал, но голод его длился всего 1 день или 2, после чего закончился, все быстро пройдет, это не будет для него проблемой. Но если он голодал месяц, год или 2, это будет проблематично. Судный день — это великий день, день полный ужасов и страхов. Можно задаться вопросом, продлятся ли эти ужасы день или 2, какой-то маленький отрезок времени, или же будут продолжительными. Всевышний Аллах говорит, ангелы и дух, Джибриль, восходят к нему в течение дня, равного, послушай внимательно, сколько продлится этот день, равного 50 тысячам лет. Сколько ты проживешь в этой дуньи? 100 лет? 120 лет, если окажешься долгожителем. Судный день будет длиться не 200 лет, не 1000 и не 10 тысяч, а 50 тысяч лет. Это очень длинный день, включающий в себя разнообразные ужасные происшествия. Всевышний Аллах говорит, прояви же красивое терпение. Аллах обращается к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, то есть терпи то, что твой народ считает тебя лжецом и не верит, что судный день когда-то наступит. Прояви же красивое терпение. Они считают его далеким. Они думают, что он очень далек и, возможно, он вообще не настанет. Они не верят в него. Мы же видим, что он близко. Судный день наступит, и наступит раньше, чем предполагает человек. Он очень близко. Всевышний Аллах говорит о нем, что это Яумуль Азифа. Азифа означает «приближающийся». Как сказал Аллах велик он и славен, «приближающаяся», то есть день воскресения, приблизилась. Всевышний Аллах описал этот день, великий день, назвав его Яумут Тагабун. Что такое Тагабун? Взаимное обделение. Люди будут обделять и обижать друг друга. Представь, как кто-то пришел в день воскресения, у него мало благих дел, хасанатов не хватает. Возможно, у него грехов больше, чем благих деяний. И он видит людей, у которых целые горы хасанатов. Людей, которые провели свою жизнь в подчинении Аллаху Свят Он и Велик. Они потратили отведенное им время на собирание хасанатов и в судный день пришли с этими многочисленными благодеяниями. Здесь начинается обида. Почему у меня нет столько хасанатов, как у него? И обитатели ада, например, будут несправедливо оценивать обитателей рая. Почему они попадут в рай, в наслаждение и радость, а мы будем в мучениях и печали? Это будет день взаимного обделения. وروح في الجحيم لها مقام. Всевышний Аллах дал судному дню многочисленные имена. Послушай эти имена и прочувствуй их значение, чтобы представить себе судный день и его ужасы, и в каком положении в тот день окажутся люди. Всевышний Аллах назвал этот день словом «аль-вакия» — событие, то есть то, что на самом деле произойдет и случится. Также Аллах, Свят Он и Велик, назвал день воскресения «ас-сахха» — оглушительным глазом, то есть в судный день раздастся такой глаз, который чуть не оглушит людей. «Ат-тамматуль кубра» — величайшее бедствие, несчастье и беда для беззаконников, для грешников, для тех, кто не подготовился к этому дню. Аль-Кариа — великое бедствие, день, который ударит по сердцам страхом и ужасом. Аль-Гашия — покрывающее.
потому что этот день покроет людей и охватит их всех. Аль-Хакка — неминуемое, потому что это истина, хакк. Она непременно настанет, в этом нет никаких сомнений. Также Всевышний Аллах назвал этот день днем хисаба, расчета. Все люди будут рассчитаны в этот день, как хорошие из них, так и плохие. Яумуддин — день воздаяния. Людей будут судить в зависимости от их деяний. Если деяния были благими, их ждет благо, а если скверными, их ожидает зло. Яумуль-Фасль — день развлечения между людьми. Сколько людей несправедливо поступали с кем-то, и сколько есть несправедливо притесненных. Одни люди жалуются на других, другие на третьих. Всевышний Аллах рассудит их всех в этот великий день. Яумуль-Ваид — день угрозы, день, которым Всевышний Аллах угрожал неверным, беззаконникам и грешникам. Яумун-Машгуд — день, когда все будут присутствовать. Все его застанут, и люди, и ангелы. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Продолжим говорить о названиях судного дня, чтобы узнать о них и о том, каким будет положение в судный день, чтобы подготовиться к этому дню. Всевышний Аллах называет его Яумут-Танад, день, когда одни будут взывать к другим. Люди будут взывать друг к другу. Есть ли кто-нибудь, кто сможет за нас заступиться? Может ли кто-то дать нам благое дело? Люди будут призывать друг к другу. Кто нам поможет? Кто окажет нам помощь? Кто нас спасет? Это день, когда одни будут взывать к другим. Чтобы ты узнал, в каком положении тогда окажутся люди, у них у всех исчезли заботы о мирской жизни и имуществе. Осталась всего одна забота — спастись. Спастись от огня. Они думают только об успехе, который осуществится с их вхождением в рай. Яумуль-Хасра — день печали. О Аллах! Печаль! Когда человек будет скорбеть о своих упущениях по отношению к Аллаху. Он будет скорбеть о том, что в такой-то день не молился Аллаху Пречистун и Возвышен. Он будет печалиться о том, что откладывал свой намаз. Он будет скорбеть о том, что не поклонялся Всевышнему Аллаху, сожалеть о своем неверии в Аллаха. Он будет печалиться о том, что сделал какое-то дело, связанное с поклонением, благое дело. Но не ради Всевышнего Аллаха. Он не был искренним перед Всевышним Аллахом. Он делал это ради мирской жизни или ради какого-то конкретного человека, но не ради Всевышнего Аллаха. Так он будет печалиться в день печали. Яумуль-Хурудж — день выхода, когда люди выйдут из своих могил. О Аллах! Все люди, весь мир, все, кто жил на этой земле, выйдут из могил. Яумут-Таляк — день встречи. Они выйдут, а потом встретятся друг с другом. Все люди встретят друг друга. Яумуль-Джама — день собрания. Все люди будут собраны в него и встретятся друг с другом. Как мы сказали, отец встретится со своими детьми, мать встретится с детьми, а муж со своей женой. Враги встретятся, друзья встретятся. Все встретятся в тот великий день. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Одно из самых великих событий в день воскресения начнется, когда придет Аллах и ангелы. Всевышний Аллах говорит: неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним вместе с ангелами, осененный облаками? Давайте поговорим об ангелах. Ангелы — великие создания. У Джибриля, мир ему, больше 600 крыльев. Краем одного из своих крыльев он перевернул вверх дном селения народа Люта. Настолько велик Джибриль, мир ему. Это один из ангелов. И ангелов очень много. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине небо скрипит, и ему надлежит скрипеть, ибо нет места в нем шириной в 4 пальца, где не было бы ангела в земном поклоне перед Аллахом». Ангелов много, ангелы велики. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. Представь, как эти ангелы придут, соберутся в этот великий день. В день, когда люди были собраны джинны, были собраны все. Этот день охватит собой всех. Все соберутся и спустятся на землю общего сбора, махшара. И помимо всего этого случится нечто более великое — приход Всевышнего Аллаха. Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы или явится твой Господь, и пречист Он? Но нет. Когда земля разобьется и превратится в песок, и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами, ангелы выстроятся в ряды. И твой Господь придет.
Аллах свят он и велик, которому ты поклонялся. Аллах свят он и велик, которого ты ослушался. И я желаю, чтобы мы с вами оказались из тех, кто покаялся перед Всевышним Аллахом после совершенных грехов. Всевышний Аллах, который рассчитает нас. Аллах пречистен и возвышен, в чьих руках наша судьба. Пойдем ли мы в рай или же в ад? Окажемся ли мы из тех, кто будет по правую сторону или же по левую сторону? Будет ли Всевышний Аллах доволен нами или нет? И пришел твой Господь. Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним? Аллаху Акбар. Подумай об этих аятах и прочувствуй это великое событие. В каком положении ты бы хотел оказаться в тот момент? Окажешься ли ты покорным, много поклоняющимся Аллаху, кающимся перед Ним, если ты много каялся, просил прощения у Всевышнего Аллаха и делал Ему дуа? Либо ты был непокорным и далеким от Всевышнего Аллаха. Я закончу на этом хадисе. Всевышний Аллах говорит в хадисе Кудси: «Клянусь своим величием, я не объединю два страха и две безопасности для раба своего. Кто был уверен в своей полной безопасности от меня в мирской жизни, тот вкусит страх в день суда». Как кто-то может быть уверен в безопасности и независимости от Аллаха в этой дуне? Когда он разрешает себе ослушаться Его, он грешит, делает разные запретные вещи, его ничто не останавливает, так как он уверен в безопасности, что его не постигнет наказание Аллаха. Кто был уверен в своей полной безопасности от меня в мирской жизни, тот вкусит страх в день суда. А кто боялся наказания моего в мирской жизни, тому я гарантирую безопасность в судный день. Аллаху Акбар. Если ты боялся Всевышнего Аллаха в дунье, в судный день ты окажешься в безопасности. Боязнь Всевышнего Аллаха в дунье — это не просто слова или что-то, что, как ты считаешь, в тебе есть. Это действие, когда ты оставляешь запретное и поклоняешься Всевышнему Аллаху. На следующей серии мы поговорим о других событиях судного дня. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد